Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Председатель Халк Маслахаты провел заседание Государственного оргкомитета по мероприятиям 2025 года. В честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана учредят юбилейную медаль. В Международный год мира и доверия в Туркменистане откроют торговые точки с широким ассортиментом продукции и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Организационного государственного комитета, созданного для проведения мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия. В заседании приняли участие председатель Меджлиса и члены Кабинета министров. Обращаясь к руководителю Меджлиса, председатель Халк Маслахаты отметил необходимость разработки совместно с вице-премьером Гельдамурадовым и председателем Центрального банка проекта юбилейной медали и памятного знака по случаю Международного года мира и доверия и 30-й годовщины нейтралитета страны. Обращаясь к вице-премьеру Атахалыеву, Гурбангулы Бердымухамедов распорядился подготовить предложения, связанные с разнообразными товарами, яствами, а также национальными блюдами, являющимися украшением праздничных дастарханов. Вице-премьеру Атагулыеву поручено открыть торговые точки в городе Ашхабад и вилаятах, обеспечить торговлю качественными товарами в широком ассортименте, в том числе национальными сувенирами и памятными подарками. Кроме того, глава Халк Маслахаты поручил вице-премьеру Гельдамурадову оказать надлежащую финансовую поддержку в контексте предстоящих мероприятий, а вице-премьеру Аманову было поручено необходимое содействие в решении организационных задач. Национальный лидер туркменского народа сделал акцент на том, что важно обеспечить освещение международных событий на должном уровне в средствах массовой информации. Председатель Халк Маслахаты, обращаясь к вице-премьеру Мамедовой, курирующей сферу культуры, поручил на высоком уровне организовать культурно-массовые праздничные мероприятия. А вице-премьеру Ораз Дурдыевой поручено подготовить соответствующие предложения по организации международных научно-практических конференций, связанных с предстоящими мероприятиями. Индия намерена активно участвовать во всех торжествах и мероприятиях в рамках Международного года мира и доверия. Об этом заявила посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат. По инициативе Туркменистана Организация Объединенных Наций приняла резолюцию об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия. Индия активно поддержала эту инициативу, так как она полностью соответствует нашей государственной политике и идеалам. Мы приветствуем это решение ООН и намерены принять активное участие во всех мероприятиях, связанных с реализацией данной резолюции, поскольку Индия разделяет принципы мира и доверия, отметила посол на мероприятии, организованном в посольстве Индии в Ашхабаде по случаю празднования Праваси Бхаратия Дивас. В начале января в Кабуле состоялась встреча между исполняющим обязанности министра шахты и нефти Афганистана Хидаятуллой Бадри и генеральным директором компании Tapi Pipeline Company Limited Мухаммед Мурадом Амановым. Стороны обсудили последние достижения проекта газопровода Tapi и вопросы, связанные с ускорением оставшихся работ. Особое внимание было уделено созданию новых рабочих мест для афганцев и повышению квалификации афганских инженеров, участвующих в проекте. В американском штате Калифорния введен режим чрезвычайного положения из-за масштабных лесных пожаров, охвативших престижные прибрежные районы. Особенно сильно пострадал элитный район Палисейдс, откуда огонь распространился на территорию Малибу и Голливудских холмов. Масштаб бедствия настолько велик, что зарево пожаров видно даже с самолетов, вылетающих из аэропорта Лос-Анджелеса. Власти организовали эвакуацию 150 тысяч жителей. Из-за возникших на дорогах заторов многим приходится бросать автомобили и спасаться бегством. А дорожные службы вынуждены расчищать трассы с помощью бульдозеров. Эксперт ФИФА в отделе глобального развития футбола Равшен Миредов вступил в должность технического директора Федерации футбола Туркменистана. Свою игровую карьеру Миредов начал в 1999 году в команде Небичи. В последующие годы он выступал за клубы Дагдан, Галкан, Ахал и МТТУ. После завершения карьеры игрока Равшен Миредов перешел на тренерскую работу. Под его руководством в 2014 году Ашхабадский МТТУ выиграл Кубок президента АФК. Специалист также руководил командами в высших дивизионах Узбекистана и Киргизстана. Баскетбольная команда Талыб Спорт Туркменского государственного института физической культуры и спорта одержала уверенную победу в чемпионате страны, не проиграв ни одного матча. Турнир проходил в Ашхабаде с 17 по 22 декабря. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Серебряные медали завоевала команда Милигошун, представляющая Министерство обороны Туркменистана. Бронзовыми призерами стали баскетболисты команды Гурлушикчи, Министерство строительства и архитектуры Туркменистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.